очень много нужного и полезного мы в них встречаем. Это уже сталкиваясь не в первый раз с первыми словами благодарности, не знаю, что здесь пока есть, но пару фотографий, которые я здесь увидела на презентации, я уже знаю, что это редкие фотографии из архива Чисталёва. Спасибо. Спасибо. Так, сейчас выступает уже желающий. Пожалуйста, Добрынина Галина Викторовна является автором очерка «Распылевание». Я тоже совершенно не готовилась. Я человек эмоциональный, и меня эмоции, в общем, даже переплескивают в моей душе. Во-первых, я искренне восхищаюсь, я это говорила Майе Ивановне, но это, не знаю, в 100-й раз, что она делает для республики, вообще для истории, можно сказать, человечества. Сколько книг она написала, вообще я восхищаюсь ее работоспособностью, потому что то, что она издала, то, что собирает, это действительно только в нашем музее. Я горжусь музеем. Это вы про меня, что ли? Я думаю, про Прасковью Ивановну. Посмотрите, сколько книг у Прасковьи. Я сейчас сначала про Майю Ивановну. Это вот благодаря ей я попадала на вечера и Прасковьи Ивановны и очень много слышала о знаменитых людях нашей республики. Вот в этом музее, это, наверное, центр культуры вообще нашего города. Ну, стать аплодисменты. Это от души. Зачем же на ушко говорить, когда это все правда? Я была знакома с двумя Чисталёвыми. И сначала коротко, мельком, о Леониде Прометеевиче. Сначала я о нем слышала, как о враче. Уникальная методика. Он работал в республиканской психиатрической больнице. Я живу в Лэже. Она располагается там. Поэтому я знаю лично, что за честь считали руководители, педагоги попасть на его круги, его лечение, потому что он разрабатывал какую-то новую методику. Наверное, это уже детали, я не точно помню, что, наверное, возглавлял отделение неврологии, но туда, в общем, очереди годами были, потому что это было действенно, это было новое в науке, и когда он ушел, все потихонечку там завяло. Но когда он пришел в политику, он первый, и поэтому он пригласил журналиста, я тогда работала в газете Галина Добрынина, пригласил на личную встречу и говорит: вы осветите, мы везем Вифлеемский огонь. Впервые в Сыктывкар. Мне посчастливилось осветить это уникальное событие. Я еще не верила, по-моему, даже в самолете первый раз им удалось провести, и, в общем, мне не верили, что такое возможно. Ну вот это сделал Леонид Прометеевич. Вот такие два ярких воспоминания. А с Прасковьей Чисталёвой мы уже долгие годы были знакомы. И тоже первый раз, когда я работала в газете «Вечерний Сыктывкар», в общем-то, к Дню Победы предложили написать о Прасковье. Видите, как я заволновалась. И оказалось, что мы родом из Куйбышева, из Самары, и понеслась наша душевная беседа. Называлась небольшая статейка, она из огненного выпуска, и очень часто вспоминала об этом. Так как вы уловили, в общем, так вот мне удалось познакомиться. И потом, что меня поражало, когда она начала писать стихи, она не верила в свой поэтический дар. Как
вдруг вот до нее снизошло, это не мои стихи, это действительно вот сверху шел ее талант, поэтому она очень скромно читала и в этом зале, и еще были встречи, как бы даже сама удивлялась, что вот у нее пошли стихи, да, некоторые сборники она дарила мне, сейчас с удовольствием возьму тех, которых нет, и в общем, вот, горжусь, что знала таких